Спасибо. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония обмена документами, подписанными в ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию. Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве при реабилитации территории Республики Таджикистан, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горноводных производств. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир подписали соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере промышленности, а также соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о создании индустриального парка на территории Республики Таджикистан. Министр обороны Российской Федерации Андрей Рамович Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Сабир-Зада утвердили программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Таджикистан в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы. Министр финансов Российской Федерации Антон Германович Силуанов, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Сахибзадовна Набиуллина и министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Кахурзада, председатель Национального банка Республики Таджикистан Фердавс Талибзада подписали меморандум между Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Белла Мухарбиевна Черкесова и директор агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан Мирзо Хуршед Файзулло-Зада подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и агентством инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан о сотрудничестве в области цифровизации и информационных технологий. Церемония завершена. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступают с заявлением по итогам переговоров. Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, друзья, искренне рады приветствовать президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона, который находится в России с официальным визитом. Подчеркну, наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными. Отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно стратегический, партнерский и союзнический характер, основываются на незыблемых принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга. А самое главное, они продолжают поступательно и динамично развиваться. Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг $1,5 миллиарда. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наши капиталовложения составляют $1,6 миллиарда. Важно, что Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах. Доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года превысила 96%. Последовательно выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Целый ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт МИР. Правительства двух стран
на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов. Реализуются подписанные в октябре прошлого года программы экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двухстороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году. Россия поставляет большие объемы нефти и нефтепродуктов в республику, практически полностью покрывая потребности таджикистанской экономики в углеводородах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин. На таджикистанском рынке активно работает «Газпромнефть», владеющая сетью нефтебаз и заправочных станций и обеспечивающая весомую долю всех налоговых платежей в государственный бюджет страны. Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики. Построенная с российским участием Стангюдинская ГЭС производит 12% потребляемой республикой электроэнергии. Наши компании готовы и далее оказывать содействие эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей генерации на основе самых передовых технологических и экологических стандартов. Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности, полного цикла от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий. Налажены поставки на таджикистанский рынок продукции машиностроения, легковых автомобилей, труб, изделий металлопроката. А в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением в Душанбе в скором времени будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк. Хорошо известно, что в России живут и работают порядка 1 миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика, и вносят большой вклад в развитие российской экономики. И что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем и для Таджикистана, и для их семей. Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подробные разъяснения правил в сфере миграции. Отмечу также, что наша страна предоставляет Таджикистану значительное донорское содействие. За счет российских средств республики финансируются программы школьного питания, модернизация оросительных систем, а также многие другие проекты в важных сферах жизни таджикистанского общества. Продвигается сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы очень благодарны президенту Таджикистана за такое бережное отношение к русскому языку. В этой связи отмечу успешно реализуемый совместный проект школьного обучения на русском языке. Речь идет о 5 школах в Душанбе и других таджикистанских городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5,5 тысяч учеников. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России. Кроме того, в настоящее время в российских вузах, а также на филиалах в республике и в Российско-Таджикском славянском университете обучается более 35 тысяч таджикских студентов. Для нужд республики выделена одна из самых крупных для стран СНГ квот – 1000 государственных стипендий. Сегодня в Душанбе состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства при участии России Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. И мы с Эмомали Шариповичем приняли в ней участие по видеосвязи. Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут еще одним символом дружбы народов России и Таджикистана. А в нынешнем году мы вместе отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
Это действительно общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Имам Али Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил Республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади. Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Мы осуществляем координацию по ключевым направлениям и на основных международных площадках в ОДКБ, ШОС, Содружество независимых государств. Россия оказывает поддержку Таджикистану в ходе его председательства в СНГ в текущем году, главным событием которого станет саммит лидеров Содружества в октябре в Душанбе. Разумеется, мы не могли не обсудить и проблематику безопасности в Средней Азии, в частности, с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности, дислоцированные в республике 201-й российской военной базы. Условлено и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. Упомяну, что в конце 2023 года состоялось открытие погранзаставы в горном районе Таджикистана. Застава построена за счет российского федерального бюджета и укомплектована самыми современными техническими средствами и вооружением. Мы договорились сегодня, что будем продолжать работать по этому направлению. В заключение хотел бы подчеркнуть, что состоявшиеся у нас переговоры, обмен мнениями, подписанные документы, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению российско-таджикистанского партнерства, послужат улучшению благосостояния и процветания народов наших двух стран. Большое спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение посетить с визитом Российскую Федерацию. В ходе переговоров, как уже отметил уважаемый Владимир Владимирович, мы подробно рассмотрели ключевые вопросы отношений двух стран, а также актуальные региональные и международные проблемы. С удовлетворением подчеркнули хорошую динамику политического диалога на всех уровнях. Отметили, что положительный импульс в последние годы получило торгово-экономическое сотрудничество. Наблюдается поступательный рост товарооборота. За прошлый год его объем увеличился почти на 16% и составил порядка $2 миллиардов. Договорились о подготовке межправительственного плана мероприятий до 2030 года на увеличение объемов взаимной торговли. Мы будем поддерживать деятельность в Таджикистане компаний с российским капиталом, которых на сегодня насчитывается порядка 400. Достигнуты договоренности об активизации совместной работы в области промышленной кооперации, подчеркнули положительную динамику сотрудничества в текстильной отрасли. Как перспективные направления сотрудничества мы отметили агропромышленный комплекс. В этом контексте мы предложили российской стороне активизировать шаги по созданию в Таджикистане предприятий по переработке аграрной продукции, в частности овощей и фруктов, хлопка сердца, кожи и шерсти. Была подчеркнута готовность таджикской стороны
к расширению экспорта на рынке России экологически чистой аграрной продукции. Сегодня мы договорились о реализации совместно с Росатомом второго этапа проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ на севере Таджикистана. Считаем целесообразным проработать вопрос проведения экспертами двух стран экспедиций для изучения состояния наших ледников. Сегодня под воздействием последствий изменения климата наблюдается тревожная тенденция ускоренного таяния ледников Таджикистана, которые являются источником формирования до 60% водных ресурсов Центральной Азии. В ходе переговоров мы уделили соответствующее внимание вопросам сотрудничества в сфере энергетики. На переговорах мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали высокую оценку достигнутому уровню сотрудничества в гуманитарной сфере. В режиме видеоконференции дали старт строительству русского драмтеатра имени Маяковского и центра для одаренных детей в столице Таджикистана. Мы договорились, что в июне этого года в России пройдут Дни культуры Таджикистана. Сегодня мы предметно обсудили сотрудничество в области трудовой миграции. Будет активизирована межведомственная работа в этой сфере. Усилия будут направлены на содержательное наполнение межрегионального сотрудничества. В настоящее время порядка 80 регионов России поддерживают торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Таджикистаном. На переговорах дали высокую оценку межправительственному взаимодействию. Сегодня мы подробно обсудили сотрудничество в области обеспечения безопасности. Между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран налажено тесное и плодотворное сотрудничество в данном направлении. И это дает конкретные результаты последних годов. Взаимодействие сторон в этой области охватывает широкий круг вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности. Это, в частности, терроризм, экстремизм, проявление радикализма, трансграничного организованная преступность, включая киберпреступность и незаконный оборот наркотиков. Мы дали высокую оценку двустороннему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Признательны российской стороне за постоянную поддержку наших глобальных инициатив по воде и климату. Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений, союзничества и стратегического партнерства. В завершение вновь хотел бы поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича Путина и всех российских друзей за теплый прием и гостеприимство. Спасибо за внимание.